Общий уровень качества торгового обслуживания в городе весьма низок. Такой вывод озвучила перед участниками круглого стола начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора Зинаида Никифорова. Пройдясь по продуктовым магазинам Якутска, она обнаружила массу нарушений, и это не только просроченные товары. Усуненный товар. Это были банки без маркировки, которые обязательно должны быть по требованиям правил торговли. Да? Этого нет. Бомбажные. Знаете, что такое бомбаж, да? Из потерь товарного вида. Все побиты. Разве такие банки можно выставлять на продажу? Да их вообще нельзя. Это по нормативным документам Российской Федерации. Это не наши требования. Не соблюдается владельцами магазинов и надлежащая маркировка товаров. Салаты и выпечка продаются без указания веса и состава. Бывает ограничена возможность передвижения для покупателей, проходы завалены ящиками. По мнению директора магазина Златы Новиковой, данное нарушение чаще возникает в крупных магазинах. В торговых помещениях малой площади существуют свои нюансы. Как бы не жалобы, а просто идут претензии, допустим, к какому-то нехватке какого-то товара. Так как район спальный, кто-то хочет, чтобы была, допустим, рыбная продукция, у нас пока ее нету, потому что также, я еще раз повторюсь, нужен специальный холодильник для этого. Просто идут предложения, кто-то хочет, допустим, одного производителя продукцию, кто-то хочет другого производителя, но пока мы не можем это выполнить, так как вот не хватает пространства. Ну, пытаемся угодить каждому, конечно, клиенту, закупать в малых количествах несколько производителей. Предприниматели отметили, что нарушения связаны с плохим качеством обучения персонала. Организации, которые за это отвечают, плохо справляются со своей задачей. Однако, по мнению начальника департамента предпринимательства Ирины Горгач, ответственность за подготовку в любом случае возлагается на предпринимателей. Если их не устраивает качество обучения, нужно сменить организацию, предоставляющую услугу. Еще раз повторяюсь, руководитель отвечает за ту организацию торговли, которую они делают. На сегодняшний день существует ряд нормативных документов, где четко прописана приемка и продажа, подготовка товаров к продаже и вообще порядок продажи товаров. Незнание закона не освобождает их, так скажем, от ответственности. Мне бы еще раз хотелось сказать нашим руководителям предприятий торговли и общественного питания. Еще раз просмотрите эти документы. Нормативные акты меняются, обновляются. Но тем не менее основа, которая, вот инструкция P6, P7, это инструкция по приемке, по качеству и количеству, их никто не отменял. Они существуют. Проверки качества обслуживания и санитарного состояния будут проводиться и дальше, но уже с привлечением общественных организаций, наряду с плановыми проверками контролирующих органов. Цель одна – переломить существующую ситуацию в сфере торговли и повысить уровень обслуживания в целом.